С утра на центральной площади Сухума было многолюдно. В столицу заехали новые спецмашины для коммунальных управлений. 99 миллионов рублей было выделено на приобретение 29 единиц спецтехники для всей республики. Этот проект реализован по инвестиционной программе. В августе месяце же, когда мы имели встречи с главами администрации, когда они определяли виды техники, в этот момент мы осуществили передачу ранее приобретенных контейнеров для обслуживания этими машинами. Контейнера уже распределены. В принципе, уже проблем с контейнерами нет. Была проблема с машинами. Эту проблему тоже мы снимаем сегодня. Приобретение спецтехники – это один из этапов действующей государственной программы «Чистая страна». Второй этап, по словам начальника управления капитального строительства Игоря Микваби, связан с организацией большого полигона, а завершающий этап – мусороперерабатывающие заводы. И техника специализированная, вся новая, максимально увеличены габариты самих машин, приемников мусора, и усиленная часть, потому что у нас, к сожалению, большому, наши жители не всегда относятся так, как положено. То есть бытовой мусор идет со строительным и так далее, что вызывало поломки техники. На сегодняшний день увеличенная мощность, грузоподъемность машин наших и механизмов даст нам возможность чуть более экономно отнестись к содержанию этих машин. И хотелось бы обратиться еще раз к нашим жителям, чтобы они тоже поддержали наш лозунг «Ицкю отпыла чистая страна». Гудаутскому району передано 5 машин, 2 из них передадут новому Афону, а 3 останутся в самом городе Гудаута. До этого у нас было 2 газона Next и старые 70-х годов машины Зилы. Сегодня с поступлением к нам этих машин, я думаю, что проблема по вывозу бытовых отходов будет решена в Гудаутском районе. Это облегчит труд наших коммунальщиков и, естественно, отразится на чистоте города и всего района в целом. А вот что касается гудаутской мусорной свалки, то она сейчас закрыта. Со слов Руслана Ладария, после того, как там будет проделана определенная работа, полигон тоже будет задействован. Свалка, так ее назовем, в Гудаутском районе закрыта, но сейчас разрабатывается проект по рекультивации. И будет еще в Гуль-Рипческом районе полигон, проект идет. Я думаю, что к началу следующего года там работы начнутся и будем вывозить в Гуль-Рипческий район. Но вместе с тем наша территория, где у нас складируется сейчас мусор, она останется. Но там будут произведены определенные работы. И этот полигон тоже будет задействован. В столице выделены 4 новых спецмашины, 90 евроконтейнеров. В общей сложности вместе с той техникой, которая у нас на сегодняшний день функционирует, у нас будет около 15 единиц техники, которая будет заниматься уборкой в городе Сухум. И помимо этого в общей сложности получится около 300 евроконтейнеров. После официальной церемонии передачи спецтехники машины направились по своим районам. Рената Шака, Михаил Братухин, Абхазское телевидение.